Чингис Таракулович Айтматов. Чингис Айтматов родился в 1928 году в селе Шекер Таласского кантона Киргизской АССР. Его отец Таракул Айтматов был вначале крестьянским активистом, затем советским и партийным работником, видным государственным деятелем Киргизской ССР. В 1937 году был арестован, в 1938 году расстрелян. Мать Нагима Хамзиевна Абдувалиева, татарка по национальности, была армейским полиработником, впоследствии общественным деятелем. Чингис и его братья и сестры выросли в Шекере, куда прибыли незадолго до ареста отца, по его настоянию. В годы Великой Отечественной войны 14-летним подростком стал секретарем Совета Ваили. Окончив 8 классов, поступил в Джамбулский зоотехникум, который окончил с отличием. В 1948 году поступил в Киргизский сельскохозяйственный институт во Фрунзе, который окончил в 1953 году. Дебютировал в печати в 1952 году написанным на русском языке рассказом газетчик «Дзюдо», газета «Комсомолец Киргизии» 6 апреля 1952 года, после чего опубликовал рассказы на кыргызском и русском языках. По окончании института в течение 3 лет работал ветеринаром, одновременно продолжая писать и печатать рассказы. В 1956 году поступил на высшие литературные курсы в Москве, окончил в 1958 году. Повесть «Лицо к лицу» на киргизском языке была опубликована в 1957 году в июне в журнале «Алато» и в следующем году в журнале «Октябрь» в авторском переводе на русский язык. В 1908 году увидела свет повесть «Джамиля», принесшая Айтматову мировую известность. После «Джамили» были также опубликованы повести «Верблюжий глаз», «Первый учитель», «Материнское поле» и сборник повести «Гор и степей», за который писатель получил Ленинскую премию. Повесть «Прощай, Гульсары» принесла автору государственную премию. Интересные факты о Чингизе Айтматове. Почти все романы и повести Чингиза Айтматова экранизированы не только в России и странах СНГ, но и за рубежом. Например, повесть «Первый учитель» была экранизирована в 2016 году в Шри-Ланке. Турция номинировала Чингиза Айтматова на соискание Нобелевской премии по литературе как величайшего писателя тюркского мира уже на закате жизни писателя. Чингиз Айтматов дружил с французским писателем Луи Арагоном, который опубликовал повесть «Джамилю», колумбским писателем Габриэлем Гарсия Маркесом и советским российским поэтом Расулом Гамзатовым, который посвятил ему стихотворение. Чингиз Айтматов принимал активное участие в политической жизни не только Кыргызстана, но и СССР. Он зачитывал предвыборную речь первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. «12 декабря отмечается день рождения выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Поздравляем с 92-летием!